день, добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые предприниматели. Сегодня хорошая погода, наступило наконец-то долгожданное лето. И мы бы хотели тоже внести небольшое нововведение. Для кого-то новое, для кого-то это обычно, для кого-то так и должно быть. Еженедельный отчет Министерства предпринимательства, торговли и туризма и информация по работе их подведомственных учреждений. По Фонду развития предпринимательства на сегодняшний день это один из самых важных инструментов и институтов развития именно финансовых. Сегодня поступило более 700 миллионов рублей заявок на льготное кредитование. По основным займам было выдано практически 300 миллионов рублей. И по займам на торговлю выдано 184 миллиона рублей. Остальные кредитные заявки находятся на рассмотрении. И по словам предпринимателей, которые уже получили данные меры поддержки, значит, очень хороший инструмент поддержки, который в значительной мере сдержал рост цен. Далее по агентству развития туризма у нас новый руководитель Громов Дмитрий Анатольевич, значит, приступил к работе на той неделе. Желаю ему успехов, потому что сектор туризма – это очень широкая работа, которая на сегодняшний день в полной мере не охватывает все отрасли. И мы ведем на сегодняшний день полное взаимодействие в части межведомственного взаимодействия на уровне исполнительной власти, на уровне органов местного самоуправления. Ну и, конечно, тесный диалог с предпринимателями в сфере МСП, ну и, конечно, инвестиционными проектами. По центру «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» представлен у нас в 32 муниципальных районах. На сегодняшний день это информационно-консультационный центр, можно так сказать, единое окно для предпринимателей, где оказываются меры поддержки. Очень важное мероприятие. Вы можете зайти на портал МСП, на портал b14.ru. И если вас интересуют меры поддержки для именно вашей отрасли, был разработан по предложениям деловых объединений специальный фильтр поиска, чтобы вы могли найти именно те меры поддержки, которые касаются вашей деятельности. По деятельности Министерства предпринимательства работа ведется по направлениям развития предпринимательства, туризма, торговли, конкуренции, оценки регулирующего воздействия. Здесь уже, конечно, работа ведется в части формирования государственной политики по направлению развития предпринимательства. На сегодняшний день ведется работа по созданию концепции развития местного производства. Коллеги, я напомню то, что мы недавно приняли нормативным документом перечень АКВЭДов, перечень видов экономической деятельности, которыми считаются местные производители. Для чего это было сделано, я коротко объясню. Мы должны понимать перечень предприятий, на кого будут оказываться меры поддержки. И сегодня мы уже определили круг лиц, круг субъектов МСП, которые будут являться этими получателями мер поддержки со стороны правительства и органов местного самоуправления. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, я прошу направлять в адрес нашего министерства. Мы, как всегда, в рамках оперативного штаба готовы рассматривать и рассматриваем ваши предложения, которые в большей мере, наверное, и отражаются в нормативных документах, которые на сегодняшний день принимаются правительством Республики Саха-Якутия. По туризму у нас на этой неделе прошел координационный совет по туризму при правительстве Республики Саха-Якутия. Один из важных вопросов мы рассматривали кластер ТРК «Северная мозаика», последний земельный участок. У нас было 3 претендента на конкурсный отбор. И по результатам конкурсного отбора общим решением коллегиальным выиграла компания «Общепит Медиа» с проектом глэмпинга на территории ТРК «Северная мозаика». В течение 2 недель ожидается подписание инвестиционного соглашения, в рамках которого до конца этого года они должны уже запустить первый этап строительства. Это несколько домиков, которые будут предусмотрены в рамках данного соглашения. По туризму, конечно, вы, наверное, заметили то, что ведется очень большой объем работы. Туризм – это очень широкий сектор экономики. Он включает в себя и развитие малого среднего предпринимательства, это строительство гостиниц, это инфраструктурные объекты, транспортные сети. Поэтому
Для того, чтобы правильно все это делать, нужна стратегия. На сегодняшний день у нас есть стратегия, но ввиду новых экономических условий эта стратегия не соответствует реальности, и мы ее переделываем. Переделываем не потому, что мы так хотим, а потому что реалии поменялись. И я хотел бы призвать коллег, чтобы вы направляли предложения. Это касается и субъектов малого и среднего бизнеса, турагенты, туроператоры, турбазы. Это касается и крупных компаний, которые бы хотели бы выступить в качестве инвесторов по строительству инфраструктуры в виде гостиниц, дорог, может быть, еще какие-то проекты у вас есть. Мы создаем инвестиционную площадку. Инвестиционная площадка для поиска инвесторов, потому что очень давно стоит вопрос, что инвестор – это не только крупный предприниматель, который исчисляется в миллиардах, это и наши предприниматели, которые готовы инвестировать в наши региональные проекты. 7 июня я бы хотел анонсировать мероприятие, оно будет проходить в точке кипения. Мы пригласили 4 компании, которые выступят, мы пригласили деловые объединения и органы исполнительной власти, ведомства, чтобы дать экспертную оценку для этих 4 инвестиционных проектов, ну и, конечно же, возможность найти инвестора. По торговле у нас 27 мая прошел семинар. Конечно, основная повестка торговли до начала переправы – это продовольственная безопасность, доставка, цены на продукты питания, на продовольственные, непродовольственные. На сегодняшний день рост цен сдержан. Есть, конечно, небольшие отклонения по повышению цен в части непродовольственных товаров, но это уже рыночные условия. Мы замечаем то, что курс доллара начинает снижаться. Я надеюсь, что рынок будет выравниваться в сторону стабилизации. В целом я хотел бы подчеркнуть, что органы исполнительной власти по оценке регулирующего воздействия направляют нам наши документы, приказы, любые нормативные распорядительные документы, которые тем или иным способом могут повлиять на ведение предпринимательской деятельности. Если возникает вопрос в части органов местного самоуправления, то мы, как Министерство предпринимательства, уполномоченный орган в оценке регулирующего воздействия, даем лишь рекомендацию для органов местного самоуправления. Отсюда вытекает вопрос по алкогольному регулированию. Как вы помните, 118-м постановлением было принято прилегающая территория, способ расчета дистанции для объектов торговли розничные по алкогольной продукции. Вопрос очень политический, очень сложный. Тут и социальный блок очень сильно, и с точки зрения экономики. А на сегодняшний день правительством было приостановлено увеличение площади до 75 квадратов залов обслуживаний для общепита. Сегодня мы должны с вами вместе решить ту площадь, которая должна быть закреплена. В федеральном законодательстве она закреплена как 20 квадратных метров, по предложению окружной администрации 40 квадратных метров. Со стороны правительства было предложено 75 квадратных метров, но общим решением предпринимателей, занимающихся в этой сфере, пока что отложили принятие решения, и необходимо разработать и обосновать именно ту площадь, которая на сегодняшний день была бы оптимальна для всех сторон, кто в этом заинтересован. Друзья, в принципе, я думаю, для первого раза нашего еженедельного отчета, думаю, информации достаточно. Если у вас есть какие-то предложения в регулировании, в поправке, мы очень рады будем выслушать каждое предложение, и хотел бы пожелать всем успехов и хороших выходных.